Мне позвонили 23 июля утром, в 5 часов где-то звонил телефон, номер 495. Я его никогда не брала, все время думала, себя предупреждала, это ерунда, это какие-то опять кредиты, то еще что предлагают, и я старалась никогда не брать. И не стала брать. А потом что-то развернулась, я думаю, дай-ка возьму на всякий пожарный, а вдруг что-то это. Ну, взяла этот номер, и там мне говорят, звонит, предоставился вас Березин, ну как, Березин Дима, он сказал, Дмитрий сказал он, Березин Дмитрий. Ага, мы вас со Сбербанка беспокоим, что на вас было совершено дебетовая интернет-покупка на сумму сказал, 5958. Произошло это в 10:48, он сказал, по московскому времени. Но я так как не смотрю никогда вот эти, то, что совершенно дает мне 900 номер, что произошло, я и не обратила внимания. Предоставили, он говорит, предоставили ваше кодовое слово и данные паспорта, и последние 4 мои карточки назвал он. И сказал, говорит, это ваше? Я говорю, да, мои. А вы откуда знаете? Он говорит, ну мы же, говорит, Сбербанк, говорит. Я говорю, ну и что Сбербанк? Вы же не должны знать, говорю, мою номер карты. Он говорит, ну вот предоставили, это не мы, говорит, это вот это, говорит, на вас был рейдерский, что-то захват совершали, что ли. Ну я и поверила, и тут же в телефоне идет как будто бы вот это дело, все происходит, то, что он со мной разговаривает, происходит в операционном зале, как будто вот оператор такой-то, подойдите, клиент такой-то, подойдите к такому вот оператору. Вот я почему и повелась на это, то, что вот оно так происходит. Да вы не, я говорю, вы меня извините, говорю, у меня давление высокое, говорю, что-то, говорю, вы меня еще хуже огорашили, вы мне что-то сейчас плохо будет. Он мне говорит, да, вы не переживайте, мы находимся в городе Москве, улица Вавилова, 18, но все данные самого Сбербанка дал. Хорошо, потом это говорит, сейчас вы никуда не девайтесь, мы сейчас, говорит, переведу вас на службу безопасности Сбербанка, говорит. И опять вот это происходит, то, что там вызывает, то 5-е, 10-е. Ага, Виктор назвался, ну вот, придумайте немного, что будет. Просил у меня, главное, еще получаю ли пенсию на карточку. Пенсия куда уходит? Я сказала, что на карточку, ага. Ну вот, и потом вот говорит, срочно, давайте, где у вас рядом Сбербанк надо, а то иначе они ваши все деньги, которые находят на карточке, они у вас сейчас снимут. Я говорю, как они могут снять? Ну да, говорит, вот такое происходит. Давайте мы сейчас быстренько это сделаем, эти операции, говорит. Вы не бойтесь, вы, ну там всякое успокаивало меня. Все это происходит, мы же вам дали, да, что, мол, вы же, говорит, слышите. Пошла я со свой Сбербанк Ярославского, 17, вставляю карточку, беру сумму. Он сказал, сумму такую-то, а она мне не дает большую сумму, дала маленькими. И 2 раза я брала с одной карточки 2 части. 3-ю хотела поставить, она у меня заблокировалась. А он стоит все со мной, ведет, прям по дороге ведет, в банке со мной разговаривает, все это, и все там это слышно, как операционные эти происходят, как будто бы действия. И между собой они там разговаривают, звонки какие-то, вот все, как будто бы, ну, как рабочие моменты идут. Хорошо, я потом говорю, ой, а он все слышит, и говорит, ой, говорит, у вас, говорит, карточка заблокировалась, говорит, да, я говорю, карточку что-то заблокировать не выдает, он говорит, ну давайте другой банкомат. Но я побежала на проспект Ленина, Добрая Фея, и там опять досняла, время уже было где-то 7, ну, я и повелась, и вот сняла и перевела, и даже, и вот, даже вот квитанцию беру, то, что я перевожу-то вот на этот номер, перевяжу, он говорит, быстренько квитанцию убирайте в сумку, доставайте деньги и переводите на этот, ну вот, все, я перевела, и в итоге 82 тысячи с моей карточки у меня нет.